Большой террор как комплексное явление сталинизма следует изучать в сравнительном разрезе с трех точек зрения: количество жертв, репрессированных, достигнутой цели и сравнение с преследованием разных контингентов лиц в других тоталитарных странах. Все это можно изучить в новой трилогии «Большой террор в Абхазии». В первом томе создан материал из грузинского архива. Эти книги являются результатом двухлетней работы группы историков, специалистов по архивам и исследователей из Сухуми и Тбилиси, которые приложили значительные усилия и старания для реализации этого проекта. Я бы хотела сердечно поблагодарить их за сотрудничество и поддержку в течение этих 2 лет. Многие материалы переданы нам грузинской стороной из архива МВД, представляют новшество и ценность для нас. Некоторые относятся к совместным проектам грузинской страны и абхазской страны с осторожностью, иногда с осуждением, но в данный момент удалось обнародовать много интересных документов, вплоть до методов ареста, методов допроса, методов умения сделать документы так, чтобы людей могли репрессировать. Во втором томе все материалы, собранные в Абхазии, иллюстрировал его художник Архип Лабахуа. Работа заняла около месяца, и на обложке книги появилась фотография – тюремный снимок сына Михаила Лакоба, Николая. В годы сталинских репрессий весь Советский Союз понес огромные потери. Двойной тяжестью они легли на малочисленные народы, оказавшиеся на грани этнической катастрофы. Третий том книги – это каталог погибших в годы репрессий. Всего около 3000 фамилий. Работа длилась 2 года, собран большой материал. Впервые, можно сказать, вышел такой большой труд по репрессиям 1937-1938 годов. Вы знаете, в этом году 80-летие отмечается этой годовщины. Вот и в Москве на бывшем Бутовском расстрельном полигоне тоже памятник был установлен. В Абхазии очень много людей пострадало, вы знаете, в этот период. И фактически создана как бы картотека, алфавитный указатель тех, кто был уничтожен в эти годы. Ну, либо расстрелян, либо был осужден. Но есть и люди, вот, порядка 377 человек, которые вообще неизвестны. Можно сказать, без вести пропали. В застенках, судя по всему. Не по всем из них есть документы и материалы. Во втором томе впервые приводятся многие факты и документы, малоизвестные материалы, редкие фотографии 20-30-х годов XX века. Представлено уникальное эпистолярное наследие из личного архива главы правительства Абхазии Нестора Лакоба. Есть очень редкие материалы, в том числе из архива личного Нестора Лакоба, письма, фотодокументы, в общем, различные материалы. Все это происходило под эгидой Совета Европы, это был их проект. И, кстати, в издании так и значится логотип Совета Европы. Ну, вот, можно сказать, что это впервые вот происходит в Абхазии, чтобы была, в общем-то, столь как бы высокая оценка дана этой работе и придавалось такое большое значение. Впервые публикуется целый ряд сфабрикованных сталинскими спецслужбами дел, которые хранятся в архиве Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гуля и представляют собой важный исторический источник того периода. Это уникальный исследовательский проект. В нем, пожалуй, впервые столь масштабно, на специальном языке, на языке первичных документов, донесений, допросов, протоколов судебных заседаний, вынесенных и выполненных решений, несметного количества других материалов, воссоздается живой образ террора таким, каким он был на самом деле. Дом-музей имени Нестора Лакоба, где он вместе со своей семьей жил с 1923 года, был создан в 1983 году и проработал меньше 10 лет. Во время Отечественной войны народа Абхазии музей был сожжен, и после войны он так и не открылся. Прошло много времени. И, кстати, и потеряно много времени, ведь уже сколько лет музей после войны не функционирует. Чудом стало то, что
это старший сотрудник нашего музея, она проживала в Сухуми. И она сохранила вот то, что осталось от музея. Этот архив личный Нестора, который чудом дважды сохранялся. Она попросила Абутидзе, и он дал ей людей, и они вынесли все, что осталось в музее, и спрятали в сокольной части нашего государственного театра. И вот это помогло вот сохранить то, что сегодня имеем. И начинали-то мы, тогда мало было у нас материала, потому что у репрессированных ничего не было. Но чудом как-то вот люди нам помогали, что-то приносили. И все, что на сегодня есть у нас, я думаю, что это позволит нам сделать новую экспозицию. На презентации книги присутствовали родственники репрессированных. Ирина Варданя – дочь политического деятеля Анатолия Варданя. В тяжелые годы репрессий ей был всего год от роду. Папу арестовали по доносу, как обычно. Это было такое время, когда доносили друг на друга. Не понравится там что-то в человеке. Написал, и тут же его арестовали. Папу арестовали, держали здесь его в Сухумской тюрьме, потом в Дранской тюрьме, а потом его в сентябре арестовали, а 2 января его расстреляли. Причем у них это было как, я не знаю, как это называется, работа. Это их работа. Вот столько-то собрать, скажем, табака, сколько-то там сдать государству чего-то, а сколько-то людей расстрелять. И они очень хорошо встретили Новый год. И 2 января вышли на работу и расстреляли моего отца. Маму мою звали Вероника Ильинична Вардания. Она сама из Вены, из Австрии. Она была переводчицей, а папа учился в промакадемии имени Сталина в Москве. И они, студенты, ходили на эти выставки, там он ее увидел, привез. Вот. Мама недолго с ним, она с ним всего 3,5 года прожила, а потом ей было сколько, 21 год, и потом мытарство по всем тюрьмам, по всем ссылкам, и вернулась. Я ее маленькой вообще не помнила, совсем не помнила. А потом она вернулась. Нас здесь не прописали ее в Сухуми, мы жили в Ачимчире, у тети. Там я закончила школу. После официальной части мероприятия присутствующим был показан 10-минутный фильм о годах репрессий, большого террора в Абхазии. Чем больше знакомишься с этими страшными документами из подвалов НКВД, тем яснее осознаешь, что жизнь – самый гениальный и непредсказуемый режиссер. Рената Шака, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.